Мой предок был татарин косоглазый. Русский филолог Александр Михайлович Панченко, друг Льва Гумилева, считал его интерес к Востоку своего рода семейным увлечением. Но Николай Степанович, строго говоря, интересовался не Востоком, а экзотикой далеких стран и далеких эпох. Как и положено русскому культурному человеку своей эпохи, он был европейцем по образованию и воспитанию, писал о конкистадорах, а не о наенах и богатурах, столь любезных сердцу его сына. Интерес Гумилева-старшего к Центральной Азии был самым поверхностным. «Мне снятся королевские алмазы и весь в крови широкий ятаган. Мне чудится, и это не обман, мой предок был татарин косоглазый, свирепый гунн». Стихи-то хороши, но ни гунны, ни татары не вооружались турецкими ятаганами. Лев унаследовал у отца память и творческое воображение. Унаследовать интерес к истории азиатских кочевников он не мог, потому что Николай Степанович их истории совершенно не знал. Гумилев в конце жизни любил рассказывать о своем татарском происхождении. Неужели он верил, будто предки того самого дьячка-псаломщика Христорождественской церкви Якова Федотовича Панова, что женился на дочери священника Григория Гумилева, были татарами? Или речь шла о полумифическом князе Милюке? Лев Васильевич Львов, прапрадед Льва Гумилева, женился на Анне Милюковой и получил с приданым село Слепнево. Предком Милюковых и первым владельцем Слепнева считался этот самый князь Милюк. На самом же деле Слепнева получил в 1682 году не князь Милюк, а Яков Иванович Милюков. Это была награда за участие в походах против крымского хана. Гумилев иногда упоминал, что его предок сражался на поле Куликовом, причем командовал одним из полков. Если так, то речь идет о Семене Милюке, который и в самом деле участвовал в Куликовской битве. Именно к нему возводили свою родословную Милюковы. Вот только татарским князем Семен Мелик не был, он происходил из немец. Связь же тверских Милюковых с Семеном Меликом не вполне ясна. В Тверской губернии в XIX веке было 5 дворянских родов, носивших фамилию Милюковы. Недаром Валерий Шубинский, строгий исследователь, автор самой солидной биографии Николая Гумилева, скептически отнесся к запутанным и сомнительным родословным мелкопоместных дворян. Не станем и мы доверять семейным легендам. Документальных же подтверждений татарского происхождения Львовых и Гумилевых нет. Сложнее с Ахматовой. Эмма Герштейн находила в ней даже не увлечение, а органическое тяготение к Востоку. В Казани говорили, будто Ахматова — настоящая татарская писательница, а узбеки в Ташкенте сожалели, что Анна Андреевна носит татарскую фамилию Ахматова, а не узбекскую Ахметова. Но восточной лести верить нельзя, а Эмма Герштейн мало что знала о Востоке. Связь с европейской культурой для Ахматовой органична и непрерывна. Что рядом с этой связью несколько ориентальных образов, украсивших часть ташкентских стихотворений? И многое ли значат переводы китайских и корейских поэтов, которыми она занималась для заработка? Ахматова была русским поэтом. Ее воспитание, интересы, вкусы, круг чтения — все было русским и европейским. Исайе Берлину даже бросилось в глаза ее западничество. Оба, Пастернак и Ахматова, принадлежали к тем, кто лелеял несбыточные иллюзии относительно богатой художественной и интеллектуальной культуры Запада, о золотом мире, полном творческой жизни. А что Восток? Восток еще лежал непознанным пространством и громыхал вдали, как грозный вражий стан. Правда, ей нравилась семейная легенда. Моего предка хана Ахмата
убил ночью в его шатре подкупленный русский убийца, и этим, как повествует Карамзин, кончилась на Руси монгольская ига. Этот Ахмат, как известно, был чингизидом. Другой раз она написала, будто ее прабабушка была чингизидкой, татарской княжной. На самом же деле, считает биограф, прабабушка Анны Андреевны Прасковья Федосеевна Ахматова была, конечно, не татарской княжной, а русской дворянкой. Ахматовы — старинный дворянский род, происходивший, наверное, от служилых татар, но давным-давно обрусевший. Осторожные биографы, правда, оговариваются. Происхождение от чингисидов подтвердить нечем, но его нельзя и отрицать. Черных и Коваленко, составившие родословную Ахматовой, не решились развенчать легенду, ведь мать Прасковьи Федосеевны, Анна Яковлевна, до замужества носила фамилию Чагадаева и, по всей вероятности, происходила из рода татарских князей Чагадаевых. Эта русская княжеская фамилия напоминает имя хранителя Ясы, второго сына Чингисхана, Чагатая, хотя никаких доказательств, подтвердивших бы связь Чагадаевых и тем более Горенко с чингисидами, нет, и они вряд ли когда-либо найдутся. Да и княжеская фамилия, вероятнее всего, происходит всего лишь от этнонима Чагатаи, так называли смешанное тюркско-таджикское население долин Кашкадарьи и Сурхандарьи, что в современном юго-западном Узбекистане. Гумилев же легенду о предках чингисидах любил и не раз воспроизводил, по всей видимости, не без удовольствия. Даже на допросе он будет рассказывать следователю: Ахматовы — князья из рода чингизидов, принявших православную веру и получивших фамилию Ахматовы. Интересно, что другую ахматовскую легенду о предках-греках Лев Николаевич не упоминал ни разу. Если даже поверить в татарское происхождение Гумилева, все равно его любовь к степям и степнякам не обусловлена генетически. Сотни дворянских фамилий имели татарские корни, но потомки тюркских и монгольских головорезов, некогда предложивших свою саблю московскому великому князю, стали обычными русскими европейцами. Скажем, Феликса Юсупова, потомка знаменитого татарского полководца Едигея, служившего самому Тамерлану, ориентальное происхождение не подтолкнуло ни к евразийству, ни к востоковедению. Когда Гумилев полюбил историю Центральной Азии? Когда и почему стал тюркофилом и монголофилом? В Бежецке татары не жили, а в доступных маленькому Леве библиотеках не было книг по истории и этнографии Центральной Азии. Сам Гумилев позднее рассказывал, как перенес любовь к литературным индейцам, героям Купера и Майн-Рида, на евразийских индейцев, тюрков, половцев, монголов. Но что это нам дает? Миллионы советских детей любили Чингачгука, Ациолу и других романтических героев североамериканских прерий, но они не знали и не стремились узнать о Тюнь-Юкуке, Ясугей-Богатуре или Субудай-Богатуре. В последнем классе школы Гумилев читал историю Древнего Востока Бориса Александровича Тураева. Но классическая монография Тураева посвящена истории Египта, Ассирии, Вавилона, Персии. Тураев был одним из первых русских египтологов. Кочевники Центральной Азии в сферу его научных интересов не входили. Эмма Герштейн приписывает увлечение Гумилева историей Центральной Азии влиянию евразийцев. Их сочинение он мог будто бы найти в библиотеке Пунина. Это было в 1934 году. Я помню, как он называл имя князя Трубецкого в связи с жизнью этого мыслителя в Праге и постигшими его там бедами из-за прихода нацистов. Увы, Эмма Герштейн явно переносит на 1934 какой-то поздний, конца 50-х годов разговор с Гумилевым. В 1934 году нацисты еще не пришли ни в Прагу, ни в Вену, где провел последние годы жизни князь Трубецкой. Несчастье постигли Николая Сергеевича Трубецкого
в 1938 после Аншлюса. Гумилев в это время сидел в крестах, и о невзгодах великого лингвиста и евразийца понятия не имел, равно как и о его существовании. Правда, уже в университетские годы Гумилев прочтет книгу Николая Толля «Скифы и гунны», изданную в Праге в 1928 году. В приложении к ней была статья Савицкого о задачах кочевниковедения, почему скифы и гунны должны быть интересны для русского. Но окружающие заметили интерес Гумилева к монголам гораздо раньше. Первое свидетельство относится к июню 1931 года, ко времени его прибайкальской экспедиции. На перегоне между Иркутском и Слюдянкой какой-то пожилой бурят положил голову на колени Анне Дашковой. Но 18-летний Лев заступился не за подругу, а за бурята. «Оставьте его, пусть спит. Аборигенов нужно уважать, ведь они потомки монголов». А в предисловии к своему эссе из истории Евразии Гумилев пишет, что собирал материалы о деяниях хуннов, тюрок, хазар и монголов уже с 1930 года. Интерес Гумилева к степнякам, видимо, был природным. Его нельзя объяснить ни воспитанием, ни влиянием окружения, ни прочитанными книгами. Герштейн утверждает, что уже в молодости он поражал сходством с азиатским типом и чертами лица, и движениями, и характером. Правда, это сходство появилось, по всей видимости, не сразу. С какого-то времени Гумилев начинает сознательно подражать татарам, что примечательно, ведь он обычно не следил за собственной внешностью. Летом 1935-го Гумилев в экспедиции отрастил татарские усы, тонкие, спускающиеся по углам рта. Весной того же 1935 года Анна Ахматова в тревоге говорила Эмме Герштейн: «Лева так безумно, так страстно хочет уехать в Монголию». Приступить к основательному изучению истории евразийских кочевников Гумилев смог только в университете. Целостной истории тюрков и монголов просто не было. Тогда-то я решил заняться этой темой сам, рассказывал Лев Гумилев своему ученику Вячеславу Ермолаеву. Молодой востоковед. Русские востоковеды изучали тюркскую и монгольскую этнографию, историю и филологию уже больше 100 лет, а Ленинград 30-х годов оставался главным центром советского востоковедения. Правда, в 1934 году Восточного факультета в Ленинградском университете не было, его восстановят только в 1944, а тюркология и монголоведение были сосредоточены в Институте востоковедения Академии наук СССР, Иване. После смерти академика Владимирцева 1934 крупнейшими советскими монголоведами были Николай Николаевич Поппе и Сергей Андреевич Козин. Поппе, знаменитый исследователь алтайских тюркско-монгольских языков, уже в 36 лет стал членом-корреспондентом Академии наук, случай редкий для гуманитария. Козин в начале 20-х занимал пост советника при Багдо-Гэгене, живом боге и правителе независимой Монголии. Поппе и Козин свободно говорили по-монгольски, а Козин монгольский к тому же преподавал. Но с Поппе Гумилев на свое счастье знаком не был, иначе ему на следствии 1949-го предъявили бы еще одно обвинение. В 1942 году Николай Николаевич перешел к немцам, а после войны попал в США, где продолжил свою блистательную научную карьеру. Козин же будет научным руководителем Гумилева в аспирантуре Института востоковедения, но это случится уже после войны, а в университетские годы они, видимо, не были знакомы. Тюркологией занимался Сергей Ефимович Малов, старый русский востоковед, ученый с мировым именем, получивший звание профессора еще в 1917 году. Много лет он занимался языками, историей, культурой и этнографией тюркских народов России и Китая.
Айдер Куркчи — единственный из биографов Гумилева, кто рассказал о его знакомстве с Маловым. Но мемуары Куркчи доверия не вызывают, слишком много в них грубых ошибок, много недостоверных сведений. Если бы Гумилев и в самом деле был хорошо знаком с Маловым, он непременно рассказал бы об этом в интервью. Не включил Гумилев Малова и в список своих учителей, который открывает монографию «Древние тюрки». Разумеется, он много и охотно ссылается на Малова, ведь тот, в числе прочего, прочитал, перевел и опубликовал архонские надписи древних тюрков, важнейший источник, без которого монография Гумилева потеряла бы очень много. Сам Гумилев охотно рассказывал об университетском знакомстве только с одним тюркологом, учеником Малова, с Александром Натановичем Бернштамом. К Бернштаму Гумилева привел кто-то из преподавателей, возможно, Кюнер или Якубовский. Сфера научных интересов Бернштама была ближе всего к интересам Гумилева. Александр Натанович написал кандидатскую диссертацию как раз по истории тюрков VI-VIII веков, но и после защиты в 1934 году продолжал заниматься этой темой. Бернштам вел археологические раскопки в Средней Азии, изучал тюркские надписи, публиковал статьи по истории древних тюрков и их соседей – тюргешей, уйгуров. Уже после войны выйдет его монография «Социально-экономический строй архоно-енисейских тюрков VI-VIII веков», расширенная и переработанная кандидатская. Казалось бы, именно Бернштам должен стать научным руководителем Гумилева. Но их встреча окончилась катастрофой. Почти полвека спустя Гумилев будет так рассказывать о ней. Александр Натанович Бернштам начал разговор с предостережений, сказав, что самое вредное учение по этому вопросу сформулировано евразийством, теоретиками белоэмигрантского направления, которые говорят, будто настоящие евразийцы, то есть кочевники, отличались двумя качествами – военной храбростью и безусловной верностью. И на этих принципах, то есть на принципе своего геройства и принципе личной преданности, они создавали великие монархии. Я ответил, что мне это, как ни странно, очень нравится, и мне кажется, что это сказано очень умно и дельно. В ответ я услышал: «У вас мозги набекрень. Очевидно, вы такой же, как и они». Сказав так, он пошел писать на меня донос. Вот с этого и началось мое знакомство с евразийством и с научным работником Бернштамом. Трудно сказать, насколько рассказ Гумилева соответствовал истине, ведь даже в научных монографиях Лев Николаевич, случалось, мешал правду с фантазией, а в рассказе о своем давнем враге он вряд ли избежал натяжек. Несомненно одно: встреча Гумилева и Бернштама привела к ссоре, что неудивительно. Оба, и молодой Гумилев, и Бернштам, были людьми чрезвычайно экспансивными и резкими. И все-таки Гумилев нашел в ЛГУ и хороших преподавателей, и умных квалифицированных консультантов, которые помогли ему обучиться ремеслу историка. Помимо Кюнера и Якубовского, ему помогал Михаил Артамонов. Уже в 30-е в руки Гумилева попали работы географа и путешественника Григория Ефимовича Грум-Горжемайла, которого Лев будет считать своим предшественником. Примечание. В конце XIX века по рекомендации Департамента Герольдии правительствующего Сената из фамилии Грум-Горжемайла изъяли лишнюю букву «М». После революции 1917 года географ и путешественник Григорий Ефимович Грум-Горжемайло вернул себе букву и начал подписывать свои работы фамилией Грум с двумя «М» Горжемайло. Эту фамилию унаследовал и его сын Алексей Григорьевич. Остальные представители старинного рода оставили Грум-Горжемайло. Сам Грум-Горжемайло тогда доживал последние месяцы. Его не станет в марте 1936-го. Правда, Западную Монголию и Уренхайский край
главный с точки зрения Гумилева труд Грунг-Жемайла Лев Николаевич прочтет только в середине 50-х, в лагере. Ранней специализации тогда не было, а занятия на первом-втором курсах не оставляли места для научной работы. Но зимой 1935-36 Гумилев, отчисленный из университета, начинает работу над статьей об удельно-лествичной системе тюркского каганата. Это был первый шаг к диссертации, единственная научная работа, законченная до ареста в 1938. Среди прочего, Гумилев доказывал, что организация политической власти в каганате напоминала удельно-лествичную систему, известную по истории Киевской Руси. Власть над государством принадлежала старшему в роду, а после его смерти переходила к младшим братьям, после смерти последнего из них — к сыну старшего брата и так далее. В 1936 году, помимо истории тюркского каганата, у Гумилева появилось и новое увлечение. Летом 1936 он работал на раскопках хазарской крепости Саркел на Дону. Видимо, именно тогда Гумилев под влиянием Артамонова, своего начальника и учителя, впервые заинтересовался хазарской историей. В 1938 на пересылке Гумилев будет читать своим однодельцам Шумовскому, Ереховичу и другим лекцию именно о хазарах. Интерес к Хазарии не пропадет и много лет спустя. Он вернется к хазарам уже на рубеже 50-х и 60-х. Это будет славное возвращение, хотя и приведет к совершенно неожиданным последствиям. Дар слов. В 1990 году на вопрос журналиста, как удалось избежать соблазна стать поэтом, Лев Николаевич отвечал с иронией: «Я был сыном опальных поэтов, журналы не печатали даже мои научные изыскания, так что соблазн, как вы выразились, на самом деле был невелик. Отношение к художественной литературе у меня сначала было пассивное, я ее иногда читал, а потом и вовсе сошло на нет». Гумилев говорил это в 78 лет. А в 25 и даже в 35 он был совсем другим человеком. Современники восхищались его поэтической эрудицией и уникальной памятью. Эмма Герштейн, Сергей Борисович Рудаков, литературовед и поэт, примечание автора, и Лева целый вечер читали стихи, щеголяли знанием Сумарокова, читая его наизусть вслух. Обсуждали русский XVIII век. Алексей Савченко, инженер, солагерник Гумилева. Он читал наизусть стихи Николая Гумилева, Алексея Толстого, Фета, Баратынского, Блока, каких-то совершенно неизвестных мне имажинистов и символистов, а также Байрона и Данте. Мемуаристы вспоминают, как Гумилев читал наизусть Иннокентия Анинского, Владислава Ходосевича, Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Николая Заболоцкого, Николая Олейникова, Павла Антокольского и многих еще поэтов. Причем не только стихотворения, но и поэмы. Так он 2 вечера подряд читал божественную комедию, вспоминал Алексей Савченко. В 1936 году Гумилев будет жаловаться Эмме, что в университете совсем заскучал без стихов. «Дар слов, неведомый уму, мне был обещан от природы. Он мой». Лев Гумилев. «Огонь и воздух», 1934. С годами его вера в собственный поэтический дар даже укрепилась. Из воспоминаний Руфи Зерновой. «А вы сами, вы пишете стихи?» «Пишу». «Хорошие?» «Хорошие», — сказал он убежденно. Скромность — не гумилевская добродетель. 30-е и 40-е годы — самый плодотворный период для Гумилева-поэта. Блокноты были полны стихами, рассказывал позднее Орест Высоцкий. Сочинял он часто в дороге. Если доводилось бывать с Левой в совместных походах, то можно было слышать стихи, произносимые им тихо, как бы про себя. Иногда и незнакомые,
возможно, его собственные, навеянные красотой природы, отрешенностью от обыденного, вспоминала Анна Дашкова. Стихотворение «Огонь и воздух» он написал в поезде на пути из Москвы в Ленинград. Стихи он обычно не записывал, а переносил на бумагу только если хотел сделать подарок. Так они попали к Дашковой вместе с письмами, и она их сохранила. Еще чаще он дарил стихи Эмме Герштейн. Вот он сидит у моего секретера и пишет небольшое стихотворение, слишком напоминающее раннего Лермонтова. Помню только заключительную строку: «И уж ничто души не веселит». Собранные в книге «Дар слов мне был обещан от природы», стихотворения и поэмы далеко не исчерпывают написанного им в те годы. Когда-то в Бежецке Анна Ивановна Гумилева бережно складывала листочки со стихами внука в деревянную шкатулку. Позднее не будет рядом такого доброго хранителя. Кочевая жизнь не располагала к заведению архива, тюрьмы и лагеря тем более. Записанные Марией Зеленцовой стихи сильно пострадали в блокаду, попала вода, и бумага склеилась. Листочки со стихами могли забрать во время обысков и арестов. Вот как, по словам Надежды Яковлевны Мандельштам, это обычно происходило. Они перетряхивали одну за другой книги, заглядывали под корешок, портили надрезами переплеты, интересовались потайными ящиками. Каждая просмотренная бумажка либо шла на стул, где постепенно вырастала куча, предназначенная для выемки, либо бросалась на пол. И потом бумаги лежали на полу с великолепно отпечатавшимися каблуками солдатских сапог. Бумаги могли уничтожить и на месте. Они выдвигали ящики письменного стола, вытаскивали оттуда бумаги и, не читая, рвали их в мелкие клочья, очень старательно истребляли фотографии, рассказывает Лидия Корнеевна Чуковская. Могут ли лирические стихи Гумилева 30-х годов добавить новые краски к его психологическому портрету? Если так, то это стихи несчастливого, одинокого человека. В этой жизни слишком мало. Этот белый свет мне черный дым. Мне на этом свете плохо и с тобой, и без тебя. И названия говорят сами за себя. «Самоубийца» 1934, «Одиночество» 1935. Все это вполне вписывается в портрет Гумилева из мемуаров Эммы Герштейн. Она часто отмечает перепады его настроения. «Я чувствую, как отталкиваюсь от земли ногами», — говорил он Эмме на вокзале. А потом в Ленинграде он был в развинченном состоянии, только что не плакал от стихов, нервов и водки. Правда, Анна Дашкова и Мария Зеленцова запомнили его веселым и жизнерадостным. Во время тяжелых переходов на Хамар-Дабане он подбадривал других, сочиняя незатейливые, но смешные экспромты. Наталья Викторовна Гумилева утверждала, что муж ее был смешливым человеком с прекрасным характером. Значит, это было свойственно ему от природы. Не после тюрем же он стал смешливым. Тем не менее, сквозной образ лирических стихов Гумилева 30-х годов — черные звезды, знак беды и даже гибели. А в черном омуте такая глубина, что даже утонув, ты не достигнешь дна. Там, водорослью скользкую обвитой, ты звезды черные увидишь над собой. Многие стихи Льва Гумилева архаичны прежде всего лексикой: лик, чело, стезя, днесь, яство, наипаче, череда, вертоград, влачусь, вдоль нея, дольней, бранное знамя. Есть у Гумилева и архаичные для 30-х годов XX века жанры — мадригал, канцона. Иногда Гумилев ориентируется даже не на XIX, а на XVIII век. Из воспоминаний Эммы Герштейн. Изысканные стихи в 30-х годах считались убийственно старомодными.
писали тогда под Маяковского, поминали тайком Есенина. Более рафинированные любители стихов чтили камерного и непонятного Пастернака. Картина была сложнее. В начале 30-х писал и даже бывало печатался Мандельштам. Заболоцкий успел до ареста выпустить «Столбцы» 1929 и вторую книгу 1937. Еще не забылись выступления абориутов, но массового успеха они не имели. Из записных книжек Лидии Гинзбург. Педагогический опыт этого года, рабфак, примечание автора, убедил меня в том, что из всей новой поэзии массовый читатель знает и любит по преимуществу Есенина. Маяковский плохо понятен. Читатель, которого я имею в виду, это профтысячник, рабфаковец, часто партиец. Он слыхал, что Есенин упадочный и стыдится своей любви. Есенин, как водка, как азарт, принадлежит в его быту к числу факторов, украшающих жизнь, но неодобряемых. Но власть в 20-е и особенно в 30-е годы культивировала оптимизм, пропагандировала преимущества советской жизни. С киноэкрана, из тарелок радиоприемников, с газетных полос и агитационных плакатов в массовое сознание внедрялись совсем другие стихи. Рекомендовать Безыменского комсомольцам нечего. Они и так его прекрасно знают. Каждому грамотному молодому рабочему известен и близок образ своего поэта, который рассматривает свое творчество лишь как особый вид партийной работы, поэта, который выражает думы и чувства стальной большевистской породы, писал критик Лелевич. Критик совершенно адекватен своему герою и соответствует уровню его дарования. Прежде всего я член партии, а стихотворец потом. Из солнца, бетона и стали я скован, отсек я былое, схватив его космы. В чреве заводов, под сердцем станковым я зачат и выношен, вырос же в космос. Стихи Льва Гумилева не вписывались в реальность 30-х не только жанрами, лексикой, но и содержанием, и, главное, мироощущением автора. На первый взгляд он даже не касается современности, но только на первый взгляд. Над столпом самодержавия, вековым гранитом прав, черный ангел крылья ржавит, свитки славы растеряв. Окаянный, как Иуда, сумасшедший Новый год. Это о каком времени? Под стихотворением дата 1936 год. Старцы помнят, внуки помнят тоже, прежде чем сместился звездный путь, равный с равной спал на брачном ложе, равный с равным бился грудь о грудь. С кем теперь равняться, с кем делиться и каким завидовать годам? Воют волки и летают птицы по холодным, мертвым городам. А это о каком времени? Дата под стихотворением 1937 год. Не зря Ахматова заставила Эмму Герштейн сжечь листки со стихами Льва. Реальность сталинского СССР была ему чужда и враждебна. Себя и людей близких Гумилев относил к потерянному поколению, которое не вовремя появилось на свет. Вспомним судьбы его друзей. Теодор Шумовский, востоковед-арабист, 17 лет провел в лагерях и ссылке. Николай Давиденков, биолог, погиб в лагере. Аксель Бекман, референт-переводчик Академии наук СССР, расстрелян в 1942 году. История — главная тема гумилевских стихов. Труд историка, почтенный и благородный, историк спасает человечество от забвения. Но всех придет судьбы веретено в один узор, и разговор столетий звучит, как сердце в сердце у меня. Так я двусердый, я не встречу смерти, живя в чужих словах чужого дня.
Товарищ Сталин исключительно высоко ставил роль личности в истории, непростительно высоко для марксиста. К середине 30-х в отечественную историю вернулись Екатерина II, Иван Грозный и, конечно же, Петр Великий. Гумилев яркими историческими фигурами всегда интересовался, но царя Петра не любил. В его стихах Петр не великий и суровый государь, а просто палач. Но Москва бессильней крымских пленниц на коленях плачет пред царем, и стоит гигант-преображенец над толпой с кровавым топором. Понятно, с кем ассоциировался в те годы Петр. Не мудрено, что Гумилев видел свое место не в свите царя и даже не в толпе зевак, а на дыбе или на плахе. Мне от дыбы страшно ломит спину, колет слух несносный скрип подвод, ибо весь я страшно отодвинут в сей суровый и мятежный год. В 30-е годы взгляды Гумилева на историю еще только формировались. Судя по стихам, а других источников здесь нет, в 30-е он написал только одну статью. Его взгляд на историю отличался от распространенных тогда марксистско-гегельянских представлений. История в поэзии раннего Гумилева — увлекательный, но жестокий мир, где одна трагедия разыгрывается вслед за другой. Не зря же он любил исторические хроники Шекспира. Впервые прочитал их еще в Бежецке, а в декабре 1951 года просил Ахматову прислать их ему в Камышлак. В истории человечества он как будто не видел прогресса. В стихах 30-х он прогресс не отрицает, он его просто не замечает. В мире нового средневековья рассуждать о любом прогрессе, кроме технического, просто смешно. Часть 3. Большой террор и арест 1938. 1938 год начинался для Гумилева удачно. Ему даже предложили напечататься в журнале студенческого научного общества. Террор как будто обходил его стороной, но в ночь с 10 на 11 марта 1938 за ним пришли. Утром 11 марта арест Высоцкий, который тогда ночевал на Фонтанке 149, но ареста избежал, пришел в Фонтанный дом и сообщил Ахматовой о случившемся. Арест 1938-го Гумилев связывал с лекцией Льва Васильевича Пумпянского о русской поэзии начала века. Лектор стал потешаться над стихотворениями и личностью моего отца. «Поэт писал про Абиссинию», — восклицал он, — «а сам не был дальше Алжира. Вот он, пример отечественного Тартарена». Не выдержав, я крикнул профессору с места: «Нет, он был не в Алжире, а в Абиссинии». Пумпянский снисходительно парировал мою реплику: «Кому лучше знать, вам или мне?» Я ответил: «Конечно, мне». В аудитории около 200 студентов засмеялись. В отличие от Пумпянского, многие из них знали, что я сын Гумилева. Все на меня оборачивались и понимали, что мне действительно лучше знать. Пумпянский сразу же после звонка побежал жаловаться на меня в деканат. Видимо, он жаловался и дальше. Во всяком случае, первый же допрос во внутренней тюрьме НКВД на Шпалерной следователь Бархударян начал с того, что стал читать мне бумагу, в которой во всех подробностях сообщалось об инциденте, происшедшем на лекции Пумпянского. Однако в марте 1938-го Гумилева допрашивал Филимонов, а не Бархударян. Пумпянский вовсе не был стукачом, а донос в НКВД написал, вероятно, кто-то из студентов. В аудитории из 200 человек должен был находиться не один осведомитель. Но и этот донос на арест, скорее всего, не повлиял. Гумилев был обречен задолго до этой несчастной лекции. Примечание. В исторической литературе есть несколько версий, объясняющих большой террор. Встречаются конспирологические, антисемитские, даже мистические. Ищут там, где не прятали.
Между тем, один из главных организаторов террора, Вячеслав Михайлович Молотов, все доходчиво объяснил. Мы после революции рубили направо-налево, одержали победу, но остатки врагов разных направлений существовали, и перед лицом грозящей опасности фашистской агрессии они могли объединиться. 31 апреля Политбюро ЦК ВКПБ утвердило подготовленный наркомом внутренних дел Николаем Ивановичем Ежовым приказ НКВД СССР номер 20447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Как пишут Петров и Янсен, чекисты должны были раз и навсегда покончить с антисоветскими элементами и их подлой подрывной работой против основ советского государства. В приказе говорилось о двух категориях преступников. К первой относились наиболее враждебные элементы. Этих надо было как можно быстрее арестовать и расстрелять. Остальных причисляли ко второй категории. Их следовало отправить на 5-10 лет в лагеря. В областные и краевые отделы НКВД были спущены лимиты на аресты по первой и второй категориям, причем в ходе операции эти лимиты выросли, особенно по первой, расстрельной категории. Но рациональный расчет обернулся непредсказуемыми, непросчитанными последствиями, которые лишили террор даже политического смысла. Много лет спустя Молотов будет настаивать: мы обязаны 1937 году тем, что у нас во время войны не было пятой колонны. Но верил ли он собственным словам? Пятая колонна в годы Великой Отечественной войны была огромна, причем многие враги народа, да хоть тот же Лев Гумилев, сражались против немцев, а, казалось бы, благонадежные, проверенные люди подняли оружие против СССР. Я уж не вспоминаю о повальном дезертирстве первых месяцев войны. Конец примечания. В годы Большого террора следователи руководствовались не столько индивидуальным, сколько классовым и отчасти национальным подходом. На оперативном совещании начальников региональных управлений НКВД Ежов дал понять, нужно арестовывать по соцпризнаку и прошлой деятельности в контрреволюционных партиях. Тогда они спрашивали друг у друга: как вы думаете, за что арестовали Ивана Алексеевича? Но по какой линии? А линий было великое множество и самых разнообразных, а потому в ответ на заданный вопрос можно было услышать: по линии глухонемых, или по линии поляков, или по линии библиотекарей, вспоминала Лидия Чуковская. Гумилеву, дворянскому сыну, уже дважды арестованному, уже давшему на себя показания, уцелеть можно было только случайно. Но и вероятность этой случайности сводилась к величине ничтожно малой самим же Гумилевым. В отличие от своего предусмотрительного и осторожного брата, Лев учился на одном из самых опасных факультетов. Фразу видного историка-марксиста Покровского об истории как политике, обращенной в прошлое, хорошо помнили. В 1937-м репрессировали ректора ЛГУ, который всего полгода назад так помог Гумилеву. В апреле 1937-го Михаила Семеновича исключили из партии, обвинив в связях с правым отщепенцем Бухариным и троцкистскими бандитами. Лазуркин еще работал в кабинете ректора, когда газета «Ленинградский университет» напечатала разгромную статью о нем. В университете работа Лазуркина характеризуется насаждением подхалимства, угодничества и самовосхваления. А под шум самовосхваления в университете окапывались враги народа, занимали руководящие административные и научные должности. Арестовали Лазуркина в июне. Он погибнет во время следствия. Взяли и его жену, Дору Абрамовну. Она выживет в лагере и много лет спустя сумеет по-своему отомстить за мужа. На 22-м съезде КПСС именно старая большевичка Лазуркина, член партии с 1902 года, когда-то дружившая с Крупской,
потребует вынести из мавзолея тело Сталина. Во сне ко мне часто приходит Ильич и говорит: «Мне неприятно лежать в мавзолее рядом со Сталиным. Он совершил столько зла». Чистки и репрессии и прежде были на гуманитарных факультетах обычным делом. Первый декан исторического факультета Григорий Соломонович Зайдель был арестован еще в январе 1935-го по обвинению в связях с Зиновьевым. Вслед за деканом на факультете арестовали еще 12 скрытых зиновьевцев. Второго декана, Сергея Митрофановича Дубровского, арестовали в 1936-м. В том же году взяли еще 10 преподавателей. Третьего декана, Арвида Карловича Дрезена, обвинили в попустительстве вредителям и троцкистам и тоже арестовали. Это было уже в 1937-м. А всего между 1934 и 1940 на историческом факультете сменилось 7 деканов. Продолжали сажать и преподавателей, доцентов, профессоров. Профессора Ковалева, пишет в своих воспоминаниях Дьяконов, обвинили во вредительской трактовке заговора Кателины. Потом появилось и обвинение в терроризме. Оказывается, пожилой историк античности замышлял в одиночку прорыть подземный ход от здания исторического факультета на Васильевском острове до Дворцовой площади. Цитата: «чтобы устроить террористический акт во время демонстрации». В простенках университетского коридора прежде висели портреты профессоров. Теперь они исчезали один за другим, на месте старых появлялись новые, но и они задерживались ненадолго. В конце концов, перевешивать портреты устали и приняли разумное решение — портреты убрать вовсе. Второе следствие, первый срок. Второе дело Гумилева, где ему досталась роль организатора антисоветской террористической группы, начинается зимой 1938-го. 10 февраля арестовали Теодора Шумовского и Николая Ереховича. Если с первым Гумилев и в самом деле был хорошо знаком, то второго не знал вовсе. Николай, Ника Ерехович, был студентом-старшекурсником филологического факультета ЛГУ. Специализировался, как и арабист Шумовский, по кафедре семито-хамитских языков и литератур, но занимался не арабами, а Древним Египтом. Только наивный читатель может подумать, будто историк и 2 филолога-востоковеда мало походили на роль подпольщиков, заговорщиков, террористов. Подходили идеально. С Гумилевым все понятно. Социальное происхождение у Ереховича было и того хуже. Он был сыном царского генерала и крестником императора Николая II. Шумовского же взяли по линии поляков. 3 студента, по мысли следователей, входили в молодежное крыло партии прогрессистов, которая стремилась превратить советскую страну в буржуазную парламентскую республику. Гумилев, как видим, заметно полевел, превратившись из монархиста и сторонника сословного общества в буржуазного прогрессиста. Студенты оказались в стенах хорошо знакомого Гумилеву ДПЗ на Войкова, Шпалерной. Но обстановка весьма отличалась от той, что Лев помнил по октябрьским дням 1935-го. Для Ереховича и Шумовского все было вновь. За решеткой молчаливо извивалась густая толпа, месиво заросших мужских лиц и полуобнаженных бледных тел ворочалось в смрадной духоте. Гумилев, Ерехович и Шумовский сидели в соседних камерах на 2-м этаже, а с 1-го этажа время от времени доносились протяжные стоны и вопли. «Пытают», — сказал Шумовскому сосед по камере. Кто-то из соседей по камере рассказал Шумовскому, как тому повезло. «Здесь, в НКВД, изготовляют шпионов, изменников, диверсантов, а у тебя ничего этого нет». Буржуазный прогрессист. За это, конечно, по головке не гладят. Но ведь не фашист. Считай, выпал счастливый номер. И посоветовал поскорее признаться во всем,
пока не затащили на первый этаж и не превратили в инвалида. Возможно, этот доброжелатель был подсажен в камеру следователем. Если так, то подобной же обработке в соседних камерах подвергались Ерехович и Гумилев. Психологическая обработка скоро принесла плоды. Ерехович раскололся вскоре после ареста. Шумовский сопротивлялся дольше. Он сознался лишь после того, как увидел изуродованного пытками сокамерника, бывшего латышского стрелка Крауза, и понял, что вопли и стоны на первом этаже не мистификация. Гумилева обвиняли по статьям 58.10 «Контрреволюционная пропаганда и агитация» и 58.11 «Организационная контрреволюционная деятельность». Но расколоть его сразу не удалось. Первый допрос следователь Филимонов провел сразу после ареста, но Гумилев ни в чем не признался. Психологические методы уже не действовали на него. Опыт 1935-го не прошел даром. Тогда, 2 апреля 1939 года, Гумилева передали в руки сержанта Бархударияна, оперуполномоченного 8-го отделения 4-го отдела управления НКВД по Ленинградской области. Михаил Петрович Фриновский, первый заместитель наркома Ежова, непосредственно руководивший операцией по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов, уже после своего ареста пояснял, что террор создал особый тип следователя-колольщика. Такой следователь мог обойтись вовсе без агентурных данных. Айрат Карпович Бархудариян, самый страшный следователь в жизни Гумилева, как раз и был таким колольщиком. В его задачу входило выбить из Гумилева показания. Сержант выбивал их почти 3 месяца. Лев Николаевич вспоминал, что Бархудариян бил краем ладони по шейным нервным окончаниям. Он, видимо, знал, что именно в этой области расположен нерв френикус, напрямую связанный с деятельностью полушарий головного мозга. Кроме того, Бархудариян бил палкой по сонной артерии. В конце концов, 21 июня 1939 года Гумилев под пыткой подписал протокол, составленный, очевидно, самим Бархударияном. Там было признание во всем: в руководстве антисоветской молодежной организации, в контрреволюционной агитации, чтение стихотворения Мандельштама о кремлевском горце, в подготовке покушения на товарища Жданова. Здесь же Гумилева заставили дать показания и на мать. «Я всегда воспитывался в духе ненависти к ВКПБ и советскому правительству. Этот озлобленный контрреволюционный дух всегда поддерживала моя мать, Ахматова Анна Андреевна, которая своим антисоветским поведением еще больше воспитывала и направляла меня на путь контрреволюции. Ахматова неоднократно мне говорила, что если я хочу быть до конца ее сыном, я должен быть сыном моего отца Гумилева Николая. Этим она хотела сказать, чтобы я все свои действия направлял на борьбу против ВКПБ и советского правительства. Затем последовало несколько очных ставок, в том числе и с арестом Высоцким, которого арестовали в апреле 1938-го. В конце августа сознавшихся студентов перевели в знаменитую тюрьму Кресты, где они в ночь с 26 на 27 сентября 1938 года оказались в одной камере. Гумилев встретил Ереховича и Шумовского приветствием. «Ну вот, все в сборе. Здорово, братцы!» Шумовский пишет, что у Гумилева отросли усы и борода, причем борода окладистая, что само по себе интересно. Бороду Гумилев будет носить в начале 50-х, в свой новый лагерный срок, но это будет борода то ли чеховская, профессорская, то ли восточная, то ли, как называл сам Лев Николаевич, испанская, но никак не окладистая. Ночь прошла за разговорами. 3 опасных заговорщика, убежденные антисоветчики и террористы, которым мог вполне угрожать расстрел, беседовали о Древнем Востоке и семито-хамитской филологии.
Днем 27 сентября тюремная машина привезла их в здание главного штаба на Дворцовую площадь, где заседал военный трибунал Ленинградского военного округа. Поскольку организация Гумилева была террористической, то и суд им полагался военный. Перед лицом военного трибунала 3 контрреволюционеров, прогрессистов и несостоявшихся террористов, пишет Шанталинский, от своих показаний отказались. Гумилев. Отказываюсь от протокола допроса, он был заготовлен заранее, и я под физическим воздействием был вынужден его подписать. Никакого разговора с моей матерью о расстрелянном отце не было. Я никого не вербовал и организатором контрреволюционной группы никогда не был. Я, как образованный человек, понимаю, что всякое ослабление советской власти может привести к интервенции со стороны оголтелого фашизма. Шумовский. Я должен был это подписать, чтобы избавить себя от давления и воздействия следователя, очень больно отражавшихся на моем здоровье. Даже мысль о терроре для меня была и остается дикой и неприемлемой. Ерехович. Я старался посвятить свою жизнь любимому делу — истории. Я надеюсь, что поскольку я не вел антисоветской работы, каково бы ни было решение суда, я сумею доказать, что смогу дать Родине то, что я хотел дать. Но эта фронда, вспоминал Теодор Шумовский, членов трибунала, кажется, даже не заинтересовала. Только председательствующий Бушмаков возразил: «Да что вы такое говорите? У нас все делается по закону. Запирательство бесполезно». Члены трибунала Матусов и Чуйченко вообще молчали. После недолгого заседания и совещания, видимо, формального, студентам зачитали приговор. Гумилева Льва Николаевича на основании статей 1758-8 УК РСФСР лишить свободы с содержанием в ИТЛ сроком на 10 лет с поражением политических прав по пунктам А, Б, В и Г статьи 31 УК сроком на 4 года с конфискацией лично принадлежащего ему имущества. Ереховича Николая Петровича и Шумовского Теодора Аламовича на основании статьи 1758-8 УК РСФСР лишить свободы с содержанием в ИТЛ сроком на 8 лет каждого с поражением политических прав по пунктам А, Б, В и Г статьи 31 УК сроком на 3 года каждого с конфискацией лично принадлежащего им имущества. Начало срока наказания Гумилеву исчислять с 10 марта 1938 года, Ереховичу и Шумовскому с 10 февраля 1938 года. После приговора всех троих перевели из Крестов в пересыльную тюрьму на Константиновской 6, что за Московским вокзалом у речки Монастырки. Порядки на пересылке были не такими строгими, как в Крестах или на Шпалерной. Можно было даже ходить в гости из камеры в камеру. Здесь Гумилев, Ерехович и Шумовский встретились с 6 студентами ЛГУ, недавно тоже осужденными. Среди них был и Николай Давиденков. На пересылке студенты провели несколько недель. Это время они старались провести с пользой, начали читать друг другу лекции. Гумилев о хазарах, Шумовский об арабской средневековой картографии, и Ерехович об истории лошади на Древнем Востоке. Он как раз задумал книгу и спешил поделиться своими наработками с товарищами по несчастью. На пересылке ждали не только этапа, ждали известий от военной коллегии Верховного суда. Правом на кассацию все трое воспользовались, а Шумовский даже написал письмо Сталину, к адресату так и не попавшее. Результат оказался неожиданным. 17 ноября коллегия в составе дивизионного воен-юриста Орлова, бригадного воен-юриста Дмитриева и воен-юриста первого ранга Климина вынесла определение: кассационную жалобу Гумилева отклонить как необоснованную, но приговор в отношении Гумилева за мягкостью и в отношении осужденных Ереховича и Шумовского за недоследованностью дела полностью отменить
и дело направить через военный трибунал военному прокурору ЛВО для производства дополнительного расследования. Первый лагерь. Пока Шумовский и Гумилев ждали нового следствия, которое, по крайней мере, Гумилеву не сулило ничего доброго, их неожиданно отправили на этап. Ерехович лежал в тюремной больнице, а потому на этап не попал. 2 декабря поезд отправился из Ленинграда. Горели фонари, но время исчезало. В широкой улице терялся коридор. Из узкого окна ловил мой жадный взор бессонную возню вокзала. В последний раз тогда в лицо дохнула мне моя опальная столица. Все перепуталось: дома, трамваи, лица и император на коне. Но все казалось мне разлука поправима. Мигнули фонари, и время стало вдруг огромным и пустым, и вырвалось из рук, и покатилось прочь, далеко, мимо. 4 декабря поезд прибыл на станцию Медвежья гора. Здесь, в Медвежьегорске, еще недавно размещалась администрация строительства Беломорканала. Это обстоятельство и слух, пущенный между зэками, будто везут на Беломорканал, и послужили основанием для будущей легенды. Гумилев работал на строительстве Беломорканала. Легенду невольно создавал и сам Гумилев. Я так бы и закончил свои дни, ударным трудом расчищая ложе канала. Он называл Беломорканал «Белый мор». Но Гумилев путает. Между тем интервью и первым лагерем 50 лет, да и зимой 1938-1939 зэкам не особенно объясняли, куда их привезли, где они находятся, ради чего тратят последние силы. На самом деле Беломорканал был открыт еще летом 1933-го, хотя работать Гумилеву и Шумовскому действительно пришлось в Белбалтлаге, который занимался обслуживанием канала и поставлял древесину советской промышленности. Медвежьегорск для Гумилева и Шумовского оказался всего лишь пересадочной станцией. Там зэков вывели из Столыпинского вагона и привели на пристань, где им выдали сухой паек, буханку хлеба и 2 вяленые рыбы, и загнали в трюм баржи. Черный пол трюма тотчас усеяли мешки и тела. Мы с Левой поместились в углу у продольной балки рядом с иллюминатором. Сквозь щели в палубе пробивался студеный ветер. Тяжелые изжелто-серые волны, которые можно было разглядеть сквозь зарешеченные иллюминаторы, бились в борта. Люди коротали время в разговорах и сне, благо их пока не тревожили, — вспоминал Шумовский. С Гумилевым они говорили, конечно же, о научных исследованиях, а еще читали друг другу стихи. Свои, оба сочиняли с детства, и чужие. Только 7 декабря баржа причалила в устье реки Водлы, что на восточном побережье Онежского озера. Там размещался один из самых дальних лагпунктов Белбалтлага. Сначала Гумилев и Шумовский попали на лесопилку. Там 2 востоковеда, историк и филолог, трудились 3 недели. Орудием производства служила простая двуручная пила. Как смешны выкладки историков и экономистов, доказывающих важное экономическое значение большого террора. Ничего, кроме очевидного ущерба, он не принес. Во-первых, половину осужденных расстреляли, так что 50% арестованных для экономики были потеряны навсегда. В лагеря же попало много интеллектуалов. Кайло, лопата или, как в нашем случае, пила, большинство из них прежде были знакомы только по книжкам. Много ли бревен напилили арабист Шумовский и тюрколог Гумилев? Много ли земли накопали, деревьев срубили инженер Королев, поэт Заболоцкий, египтолог Ерехович? Их КПД в институте, университете или издательстве был бы намного выше. 1 января 1939-го зэкам устроили многочасовой обыск. Почти весь день плохо одетые зэки простояли на морозе. Шумовский простудился, его бил озноб.
Гумилев помог другу добраться до медпункта. Счастливая звезда хранила Шумовского. Он не только провалялся в постели целый день, но и получил относительно легкую работу на газочурке. Там заготавливали топливо для газогенераторных двигателей. А Льва вскоре отправили в соседний лагпункт, в лесозаготовительную бригаду, то есть на лесоповал. Январь 1939-го стал для Гумилева одним из самых страшных лагерных месяцев. 3 недели лесоповала едва не превратили его в доходягу. Я окончательно дошел. Худой, заросший щетиной, давно не мывшийся, я едва таскал ноги из барака в лес. Валить лес в ледяном, по пояс занесенном снегом лесу, в рваной обуви, без теплой одежды, подкрепляя силы баландой и скудной пайкой хлеба, даже привычные к тяжелому физическому труду деревенские мужики таяли на этой работе, как свечи. В один из морозных январских дней, когда я подрубал уже подпиленную ель, у меня выпал из ослабевших рук топор. Как на грех, накануне я его наточил. Топор легко раскроил кирзовый сапог и разрубил ногу почти до самой кости. Рана загноилась. Гумилева спасла неожиданная посылка Ахматовой. Когда я ее раскрыл, — вспоминал Лев Николаевич, — чуть было не задохнулся от одних только запахов. В присланном полотняном мешке лежали сухари, сахар и, что было совсем невероятным, масло и колбаса. А вскоре Гумилева сняли с лесоповала и отправили на этап, где он вновь встретился с Шумовским. Утром 24 января 1939 года их отправили в Ленинград на новое следствие. Сначала шли пешком по льду реки Водлы, затем ехали в кузове грузовика, ночевали в избе, стены которой все сплошь были оклеены газетами, где сообщалось о разоблачении врагов народа. Путь по Прионежью занял много дней, часто приходилось останавливаться, дороги заметала приполярная пурга. В дороге встретили день рождения Шумовского, 2 февраля. За работу на газочурке филологу заплатили 12 рублей, и теперь настало время их потратить. Леву конвоир отпустил в сельский магазин, и вскоре в нашем распоряжении оказались рыбные консервы и печенье. Хозяйка сварила несколько картофелин. Лева и я сидели друг против друга. Между нами стояла табуретка с едой, исполнявшая должность стола. «Ты мне теперь как брат», — произнес Лева. «Ты мне тоже». Только к 4 февраля добрались до поселка Повенец. Здесь начинался знаменитый канал имени Сталина, но, к счастью, друзей везли не на север, а на северо-запад, в соседний Медвежьегорск, к железнодорожной станции, откуда их отправили столыпинским вагоном уже до самого Ленинграда. Спасите советского историка. Сотрудники Государственного архива военной истории Головникова и Тархова датируют возвращение Гумилева в Кресты серединой марта. На самом деле Гумилева привезли в Кресты почти на месяц раньше, где-то в середине февраля. Если путь от лагпункта на Водле до Медвежьегорска занял около 2 недель, то поезд от станции Медвежья гора до Ленинграда шел лишь 2 суток. В пользу этой датировки говорит и заявление, которое Гумилев отправил 15 марта на имя прокурора по надзору за НКВД. Там Гумилев просил ускорить ход следствия. «Я 2-й год сижу, сам не знаю за что», — писал он. Позднее Лев Николаевич вспоминал о своем возвращении в Кресты как о времени отдыха. Теперь он мог оценить, насколько тюрьма легче лагеря. Камеры были по-прежнему переполнены, но на допросы пока не водили, а значит и не били. Вместо лесоповала вынужденное, но блаженное безделье. Спать на нарах, правда, разрешалось только ночью, зато днем можно было лежать под нарами на асфальтовом полу камеры номер 614. Вряд ли Гумилев стал бы гневить судьбу, торопить прокуратуру и суд. Видимо, первые недели он просто отдыхал,
и написал прокурору лишь месяц спустя. Впрочем, сам Гумилев уже вряд ли мог повлиять на ход собственного дела. За него пыталась хлопотать Ахматова. Еще 3 февраля Ахматова написала заявление для военной коллегии Верховного суда, где, ссылаясь на решение самой военной коллегии от 17 ноября 1938 года, просила вернуть сына из лагеря в следственную тюрьму. Это заявление, как видим, запоздало. 3 февраля Гумилев был уже на этапе. 6 апреля 1939 Ахматова пишет новое письмо Сталину. В письме 1935 Ахматова пыталась доказать невиновность сына и мужа. «Даю вам честное слово, что они не фашисты, не шпионы», и взывала к жалости. «Арест 2 единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу перенести». В новом письме Ахматова пытается заинтересовать Сталина пользой, которую может принести ее сын, перспективный ученый, которого уже в университете высоко ценят академик Струве и профессор Артамонов. По крайней мере, о Струве Сталин хорошо знал. Письмо завершалось словами: «Иосиф Виссарионович, спасите советского историка и дайте мне возможность снова жить и работать». Обстановка в стране как будто способствовала успеху. Ежов и Фриновский доживали свои последние вольные дни. Люди Берии стремительно вытесняли из НКВД людей Ежова. Начали пересматривать некоторые дела, исправлять ежовские перегибы, пересматривать приговоры. Некоторые осужденные уже возвращались из тюрем и лагерей. Так, полгода спустя, в сентябре 1939-го, за недостаточностью улик будет оправдан и освобожден арест Высоцкий. Но судьба Гумилева не была столь счастливой. Письмо Ахматовой на этот раз не попало в руки Сталина. Мы не знаем, каким образом Ахматова пыталась передать Сталину письмо. В отличие от письма 1935-го, свидетельств не сохранилось. О самом письме слышали Чуковская и Герштейн, но их представления о нем были столь туманны, что Чуковская, например, датировала это письмо 1938 годом, а Герштейн — 1940-м. Теперь у Ахматовой не было влиятельных знакомых, к мнению которых прислушивались в Кремле. Пельника расстреляли еще в апреле 1938-го. Не могла уже помочь и Сейфуллина. В августе 1938-го расстреляли ее мужа, литературного критика Валериана Правдухина. Так что приватного пути в Кремль, какой был еще в 1935-м, у Ахматовой не осталось. Значит, она должна была отправить письмо почтой, как поступали простые советские люди. Неудивительно, что Сталин этого письма так и не увидел. Оно попало в особый сектор ЦК ВКПБ, затем в секретариат прокуратуры СССР. Оттуда письмо направили в нижестоящую инстанцию, то есть к прокурору Ленинградской области. Это случилось в начале июня 1939-го, а в конце августа апрельское письмо Ахматовой поступило в военную прокуратуру Ленинградского военного округа, где его подшили к делу Гумилева. Дело в установленный срок было сдано в архив. Там его и нашли 60 с лишним лет спустя. Так советская бюрократия похоронила письмо, на которое Ахматова так надеялась. Пока письмо странствовало из прокуратуры в прокуратуру, судьба Гумилева была решена. Военная коллегия направила его дело в особое совещание при НКВД. 26 июля это странное, непредусмотренное Конституцией учреждение постановило Гумилева Льва Николаевича за участие в антисоветской организации и агитацию заключить в ВТЛ сроком на 5 лет, считая срок с 10 марта 1938 года. Такие же сроки получили Ерехович и Шумовский. Ахматова узнает о приговоре в августе. «Август у меня всегда страшный месяц. Всю жизнь», — признавалась она Лидии Чуковской. Разошлись и судьбы студентов-востоковедов, членов мифической партии прогрессистов.
за разговорами об истории лошади на Древнем Востоке, готовивших покушение на товарища Жданова. Гумилева отправят в Норильск. В августе Ахматова будет собирать для него теплые вещи. Шумовского ждет сначала Архангельская область, а затем Красноярский край. Николая Ереховича отправят на Колыму. Шумовский и Гумилев переживут освобождение и новый арест, защитят диссертации и станут докторами наук, а Ника Ерехович умрет в лагерной больнице 28 декабря 1945 года. Впрочем, у этой печальной истории есть и послесловие, тоже довольно унылое. Еще около года продолжалась бумажная история заявлений и жалоб. Гумилев и Ерехович опротестовали приговор особого совещания и направили жалобы в прокуратуру СССР. Неоднократно подавала жалобы и Лариса Дмитриевна Ерехович, мать Ники. Вплоть до сентября 1940-го оставалась надежда на пересмотр дела. В августе 1940-го в прокуратуру обращалась и Ахматова. Она была тогда не в опале. Полгода назад Ахматову торжественно приняли в Союз советских писателей. Ее книгу недавно выпустил Гослитиздат. Только что Ахматову любезно принял сам Фадеев. Он же вместе с Пастернаком выдвинул книгу Ахматовой на сталинскую премию. Но визит в прокуратуру СССР, если верить сопровождавшей Ахматову Эмме Герштейн, окончился так. Дверь кабинета отворилась, показалась Анна Андреевна. А на пороге стоял человек, гораздо ниже ее ростом, и, глядя на нее снизу вверх, грубо выкрикивал ей в лицо злобные фразы. Анна Андреевна пошла по коридору, глядя вокруг невидящими глазами. 28 сентября заместитель главного военного прокурора СССР, дивизионный воен-юрист Афанасьев, решительно отказался опротестовать приговор особого совещания. Приговор от 26 июля 1939 года остался в силе.